Хлебзеку хатырскотили хопшцай рацахцут ишьяшуицо айфирко. Ехада хтоп шапти и випшбатпи алхатып хадаконпи а кандидат. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Мы продолжаем дебаты кандидатов в парламент республики. И сегодня у нас в гостях кандидат от Пшапского избирательного округа номер 24. Добрый вечер, Ашот Ваграмович. Позвольте, я коротко зачитаю вашу биографию. Минасян Ашот Ваграмович служил в рядах Абхазской армии, учился в ВАГУ по специальности экономист-менеджер, был технологом Дранской чайной фабрики, заместитель министра сельского хозяйства республики, также окончил Горский государственный аграрный университет по специальности агрономия, был участником Кодорских событий, женат, отец двоих детей. Добро пожаловать еще раз. Ашот Ваграмович, коротко расскажу о формате нашей встречи. У вас вначале будет 2 минуты для приветствия, в котором вы можете рассказать о себе, о своей предвыборной программе и, как правило, о том, почему вы решили баллотироваться в парламент. Далее мы перейдем к обсуждению актуальных тем. После этого у вас будет еще 1 минута уже для заключительного слова. Если вопросов нет, пожалуйста, Ашот Ваграмович, ваши 2 минуты для приветствия. Таймер будет установлен на экране и есть возможность следить за временем. Пожалуйста. Добрый вечер, дорогие телезрители. Добрый вечер, дорогие избиратели округа номер 24. Баллотируясь в парламент Республики Абхазия, я осознаю, что в случае избрания меня депутатом Народного собрания на меня ложится большая ответственность и обязательства перед своими избирателями и перед нашим народом. Проработав на должности заместителя министра сельского хозяйства 12 лет, за это время побывал практически во всех селах республики. Видел наяву, а не понаслышке, с какими трудностями сталкиваются наши сельчане. Трудности произвести товар, затем его реализовывать. И много-много бытовых проблем. Сельское хозяйство представляет одну из самых важных отраслей республики. В нем сконцентрирована большая часть нашего населения, где осуществляется производство внутреннего продукта, что дает возможность организации продовольственной безопасности, являющейся основой стабильности страны. Особое внимание в Абхазии необходимо уделить и развитию малых форм хозяйства, фермерства, крестьянства. Государство должно сделать ставку на такой вид хозяйственной деятельности, как основа обеспечения экономической стабильности и сохранения занятости на селе. Я убежден, что это необходимо и осуществимо на практике, при этом не налагая каких-либо сверхнагрузок на бюджет. Его можно осуществить и при существующем финансировании сельскохозяйственной отрасли. Необходимо только верно расставить приоритеты. Следует однозначно определиться с тем, что главным приоритетом для государства в этой области является забота о сельском труженике. Жители села своим трудом заслужили право на особую заботу о них со стороны всех ветвей власти. Уверен, что ваше доверие поможет мне осуществить задуманное. Большое спасибо. Ашот Ваграмович, первая часть нашей встречи завершена. Попрошу вас подойти к урне, достать вопрос, и мы перейдем к его обсуждению. Вы можете зачитать вопрос. Тема репатриация. Итак, Ашот Ваграмович, скажите, пожалуйста, вот насколько и вообще может ли репатриация повлиять на решение демографического вопроса в Абхазии? Ну, как мы знаем, большая часть даже, может, населения, к сожалению, находится на территории Турции, Сирии и в других республиках, которые являются этническими абхазами. Необходимо вот тот момент, необходимо, чтобы действительно осуществлять возвращение на свою родину. Но, понимаете, это нельзя вот так массово, потому что все равно в тех странах, в которых они проживают, менталитет другой. И чтобы, приезжая в Абхазию, они должны поэтапно внедряться в наше общество. То есть, я понял, то есть, как по вашему мнению, не стоит увеличивать темпы роста? Конечно, потому что все равно, я еще раз повторюсь, ментальность тех стран, она совсем другая. И при быстром возврате на родину получится совсем наоборот. Наоборот, они должны внедряться в наше общество, в наш менталитет.
Мгм. Считаете ли вы, что если говорить об экономической составляющей, то есть привлечь наших соотечественников, возможно, к совместным каким-то экономическим проектам и вообще необходимо Конечно, ли? у нас и на практике есть репатрианцы, которые вернулись, и тепличные хозяйства, которые организовывают, и различные заводы, допустим, по переработке рыбной муки. То есть такие проекты, которые действительно финансируются репатриантами, которые для нашего бюджета это определенные виды поступления. Ну, если говорить о диаспоре, вот есть у нас какие-то проекты с армянской диаспорой? Диаспора, которая проживает, Нет, которая за пределами Абхазии. нет, таких проектов я не знаю. Все, что проекты у нас производятся внутренним населением. Ну, в принципе, мне кажется, ваша позиция по этому вопросу понятна. Если вы хотите что-то добавить, пожалуйста, или есть возможность перейти к обсуждению следующей темы. Следующая тема. Пожалуйста. Тема у нас парламент как ветвь власти. И тема неоднократно уже поднималась у нас в студии. Все-таки, говоря о парламенте как о ветви власти, говоря о структуре парламента, хотелось бы спросить, считаете ли вы необходимым введение в структуру парламента такого понятия, как императивный мандат? Мое мнение, я считаю, что это преждевременно, потому что в случае введения императивного мандата, я думаю, всегда появится круг людей, которые будут недовольны, и жить от выборов до выборов, к сожалению, это пока мы к этому не дошли. Мое мнение, я против императивного мандата. А вообще в целом, как вы оцениваете существующую структуру парламента? Нет, существующая структура парламента там расписана в Конституции полностью. Это законодательная ветвь власти, которая, в принципе, если... По вашему мнению, все-таки в чем главная задача парламента Республики Абхазия заключается? Написание законов. Ашот Ваграмович, в принципе, если мы можем перейти к обсуждению других вопросов, и все-таки хотелось бы обсудить перспективы развития сельского хозяйства в нашей республике, и в связи с этим хотелось бы задать вопрос, что в первую очередь необходимо сделать для повышения уровня развития сельского хозяйства в Абхазии? Ну, знаете, сельское хозяйство... На сегодняшний день Министерство сельского хозяйства работает по положению. У нас отсутствует закон о сельском хозяйстве, отсутствует закон о развитии сельском хозяйстве, где было бы расписано поэтапно ответственность каждых сторон. К сожалению, этого нету. Но сельское хозяйство одна из важных отраслей, потому что тут я разделил бы на 3 этапа. Это, на 3 направления. Это экономическая составляющая. Необходимо разработать программу, по которой возможно было развитие тех отраслей, которые, помимо того, что реализовывались внутри страны, мы могли бы реализовывать за пределами. Второе – это продовольственная безопасность. У нас на сегодняшний день мы приобретаем сельхозпродукцию и для армии, и для садиков, и для школ. К сожалению, со стороны не выработано то взаимоотношение между различными структурами, чтобы были госзаказы, которые реализовывались бы конкретно в госструктурах. И самое главное, я бы хотел бы выделить, что жители сел, это, если мы прослеживаем, сохранность языка, быта и культуры больше сохраняются среди жителей села. И если мы не будем развивать сельское хозяйство, если у нас будет молодежь покидать села, то, к сожалению, в будущем у нас будут проблемы с этим.
Ну, я так понимаю, у нас есть земли, с которыми можно работать. У нас замечательный климат для того, чтобы производить свои собственные продукты. Ну вот что мешает нам довести это до высокого уровня? Что нужно сделать для возрождения сельскохозяйственной промышленности в республике? Ну, к сожалению, да, у нас есть земли, но на сегодняшняя технология производства сельхозпродукции пошла далеко. И у нас, да, натуральная продукция, которая пользуется спросом и в России, и отдыхающие приезжают, чтобы приобретать натуральную продукцию. Но в ценовом соотношении мы, к сожалению, не можем конкурировать. Потому что наша сельхозпродукция, она все дороже, чем привезенная. Чем это основано, я скажу. Например, если даже вот те тепличные хозяйства, которые производят продукцию и завозят со стороны, та технология, которая, она на 1 квадратный метр больше продукции дает. И конкурировать нашему производителю с ним, к сожалению, тяжело. А вот как найти все-таки рынки сбыта, как внутри Абхазии, так и за ее пределами для вот той производимой части? Ну, рынок сбыта есть. Наш сосед, который на сегодняшний день все стремятся, все борются за этот рынок сбыта, но существуют, как мы знаем, границы, которые препоны возникают из-за нашей границы при реализации за пределами. Ну, вы говорили о том, что на сегодняшний день у нас в республике нет закона о сельском хозяйстве. Вот предусматривает ваша программа такого характера подходы? Конечно. Мой практический опыт, я вот и хотел реализовать, баллотируясь в парламент, именно в первую очередь разработки закона о сельском хозяйстве. Потому что необходимо разделить ответственность всех сторон. Это и государство, и производители сельхозпродукции. У нас на сегодняшний день этого нету. Ашот Ваграмович, мне говорят о том, что вот наше время подходит к концу. Вашего оппонента в студии нет. В связи с этим, как бы само собой, уходит часть, где вы можете задать вопрос своему оппоненту. Ну, да. Да. И Ашот Ваграмович, пожалуйста, у вас есть 1 минута для заключительного слова. Вы можете обратиться к своим избирателям. Ну, менее 2 суток осталось до выборов депутатов Народного собрания. Я бы хотел поблагодарить своих избирателей. Они вот в последние предвыборные, так скажем, гонках, что у нас постоянно мы организовывали встречи, и население чуть-чуть тоже подустало. Хотелось бы, чтобы они еще в воскресенье оставили свои дела и пришли на выборы и проголосовали за того человека, который будет достоин. Спасибо. Большое спасибо. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат от Пшапского избирательного округа номер 24. Спасибо, Ашот Ваграмович, за то, что пришли. Уважаемые телезрители, не переключайтесь. После перерыва вас ждет очередной раунд дебатов, в котором примут участие кандидаты от Сухумского избирательного округа номер 5. Спасибо.